Первомай в современном виде возник в середине XIX века в рабочем движении, выдвинувшем в качестве одного из основных требований введение 8-часового рабочего дня. Первыми с требованием 8-часового рабочего дня выступили рабочие Австралии 21 апреля 1856 года. С тех пор этот праздник в Австралии стал ежегодным. По образцу рабочих Австралии 1 мая 1886 года анархические организации США и Канады устроили ряд митингов и демонстраций. При разгоне такой демонстрации в Чикаго 4 мая 1886 года погибли 6 демонстрантов. В ходе последовавших на следующий день массовых выступлений протеста против жестоких действий полиции в результате взрыва брошенной неизвестным бомбы были убиты 8 полицейских, ранены не менее 50, и в последовавшей перестрелке были ранены минимум 4 рабочих. Несколько десятков человек получили ранения. По обвинению в организации взрыва 8 рабочих анархистов были приговорены к повешению. 3 из них, когда главный свидетель обвинения признался в том, что оговорил вообще всех осужденных, смерть заменили приговором к 15 годам каторги. Впоследствии было доказано, что свидетель говорил правду, когда признался в оговоре, и обвинение в данном преступлении было ложным, так как, хотя бомбы производили и к вооруженному выступлению готовились, но к боестолкновениям 5 мая и смертям и ранениям в этот день никто из осужденных никак не причастен не был. Один из казненных, Альберт Парсонс, был братом известного полковника армии Юга, ошибочно названного Хосе Марти генералом. Сам в прошлом солдат армии конфедератов, но порвал с расистскими предрассудками и женился на бывшей рабыне индейско-мексиканского происхождения Люси Парсонс. Именно в память о казненных анархистах Парижский конгресс Второго интернационала июль 1889 года по предложению американских рабочих, запланировавших свою забастовку на 1 мая 1890 года, объявил эту дату Днем солидарности рабочих всего мира и предложил отметить его демонстрациями с требованием 8-часового рабочего дня и другими социальными требованиями. Как и в Австралии, успех демонстраций привел к тому, что праздник стал в Российской империи 1 мая как День международной солидарности трудящихся впервые отметили в 1890 году в Варшаве проведением стачки 10 тысяч рабочих. С 1897 года маевки стали носить политический характер и сопровождались массовыми демонстрациями. Первомайские выступления рабочих в 1901 году в Петербурге, Тбилиси, Гомеле, Харькове и других городах впервые сопровождались лозунгами «Долой самодержавие», «Да здравствует республика», столкновениями с войсками Обуховской обороны 1901 года. На первомайские стачки и демонстрации 1912 и 1914 годов выходило более 400 тысяч рабочих. В 1917 году, после февральской революции, Первомай впервые отпраздновали открыто. Миллионы рабочих вышли на улицы с различными лозунгами за свободу и в поддержку
войны до победного конца. В Петрограде на Марсовом поле демонстрантов приветствовал Александр Керенский, в то время как большевики выступили с лозунгами «Долой министров-капиталистов», «Вся власть советам», «Долой империалистические войны». В 1917 году в ряде городов России празднование 1 мая проходило с участием духовенства.